Хорика. И начнем мы с вами с вопросами, связанных с отходами, с классификацией отходов, с тем, что можно с ними делать. Напоминаю вам, что наш семинар внутриотраслевой. Мы пригласили сюда в качестве участников представителей средств размещения и проживания, отели, гостиницы, юрты и так далее, а также средства общественного питания, рестораны, кафе и другие субъекты, где формируются отходы. Сегодня на мероприятии мы с вами сможем более детально узнать, что делать с этим мусором, какие отходы подлежат переработке, как это регулируется законодательством Кыргызской Республики. И мы очень рады приветствовать всех. Но прежде чем начать, разрешите мне, пожалуйста, предоставить слово нашим основным и ключевым партнерам, благодаря которым сегодня и мы встретились с вами здесь, а также в Кыргызстане реализуется проект по управлению отходами WasteNet KG. Я хотела бы сейчас сразу предоставить слово нашему основному ключевому партнеру Гульзат Раймбекова, председатель ассоциации Хорика Клуб. Гульзат, вы с нами на связи? Да, здравствуйте. Благодарю, Аселя, благодарю весь коллектив, который организовал данную встречу. Данные тренинги, они очень полезны для сектора Хорика в целом, потому что на самом деле, как обстоят дела с мусором вообще, каждый из нас имеет представление, наверное, но и в то же время в Хорика с этим действительно очень тяжело, потому что это огромный объем отходов, которые поступают все в одно место, да, то есть не у всех людей есть понимание, зачем сортировать мусор, если все равно все отходы потом уходят в одно и то же место, да, или в один и тот же контейнер. Вот. Ну и второй момент еще у нас на предприятиях питания это не только там средства размещения, да, если в средствах размещения, то есть можно себе позволить квадратурой для сортировки мусора, это дополнительные контейнеры поставить, то на предприятиях питания с этим немножко проблема, потому что на кухне, для кухни вообще оставляется не так много места, в основном это зал для гостей, кухня занимает небольшое пространство, и, соответственно, для мусора там мало места, ну и тем более для сортировки, да, если мы сортируем, то мы предполагаем, что будет отдельные контейнеры стоять для каждого наименования, да, то есть для типа. Ну и мы примерно представляем, даже дома, когда мы собираем пластиковые бутылки, то это достаточно большой объем занимает. Но и в то же время в ресторанах, ну и вообще в средствах общественного питания, на предприятиях общественного питания, собирать вот баклажки и так далее, это занимает просто огромное количество места. Я знаю, что есть сейчас новые решения данной проблемы. Хотелось бы, чтобы вы тоже озвучили, какие новые решения есть для того, чтобы меньше места занимал. И вот большие надежды на такого рода мероприятия для того, чтобы еще больше информировать людей. Потом, что делать нам с фарфором. Набой посуды у нас достаточно много тоже отходов уходит, вообще денег уходит на... Когда мы говорим про управление отходами, достаточно большое количество денежных средств у нас уходит на бой посуды, потому что когда человеческий фактор играет, когда посудомойщица моет посуду, либо это делает машинка, да, посудомоечная. Когда делает машинка, то там бой посуды у нас сокращается, а когда это делает человек, то на бой посуды у нас достаточно большое количество и денег, и уходит достаточно большой объем мусора. Ну и что делать со стеклом, который мы собираем после дорогих напитков, такие как зарубежных напитков. Вот. И если бы нам дали примерное направление, да, то
мы были бы вам признательны. И с каждым разом, с каждой такой встречей мы будем еще больше и больше, я думаю, узнавать и дальше уже стараться внедрять все эти ваши рекомендации. Спасибо вам большое за приглашение и за то, что вы организовываете данное мероприятие. Гульзат, большое спасибо за сотрудничество, за ваше вступительное слово. Это на самом деле дилемма, потому что очень сложно совместить, с одной стороны, интересы и возможности сектора, индустрии хорика, с другой стороны, вызовы, которые создает нам внешняя среда, да, это проблемы замусоривания. И, конечно же, мы признательны вам за сотрудничество и предлагаем совместными усилиями решать такие вопросы и пытаться найти общие компромиссные решения, которые будут устраивать и индустрию сектора хорика, и в том числе сектор переработки, логистики, все те, кто занимается проблемой отходами, смогут взаимодействовать, коммуницировать, а также снижать свое экологическое воздействие негативное. Спасибо, благодарю вас, Гульзат. Короткая Спасибо информация. большое. Да. Да. Да, еще раз хотелось бы буквально минуточку отметить то, что Хорика всегда готова Да. внедрять у себя экологические меры. Да, замечательно, спасибо, что вы отметили. Вообще в повестке устойчивого развития сектор хорика, он всегда на передовой. Кыргызстан и сектор хорика, я неоднократно это говорила, один из первых уже, только еще лет 5 назад, когда только начали говорить о зеленой экономике, уже имел потрясающие примеры, демонстрацию того, как можно внедрять практики ответственного потребления. В секторе хорики были самые наилучшие небольшие, малогабаритные, но тем не менее зеленые технологии, которые позволяли экономить водопотребление и наименьшим образом воздействовать. И на самом деле во всем мире, и в Кыргызстане в том числе, сектор туризма, он действительно прорывной, и мы тоже наш проект в качестве пилота пригласили именно туристический сектор. Немножечко краткая информация о том, почему мы здесь собрались. Благодарю, Гульзат. Года 2 назад, до пандемийный период, наше агентство КСО «Центральная Азия», в аббревиатуре мы расшифровываемся как корпоративно-социально-экологическая ответственность, для наших партнеров, в том числе для Международного фонда Coca-Cola, провел обследование сектора туризма. Фокусно мы встретились с более чем 100 средствами питания и средствами проживания в Бишкеке и Чуйской области и в Иссык-Кульской области. На самом деле уже на тот период была видна готовность наших субъектов гостеприимства участвовать в экологизации, внедрять какие-то практики. Тем не менее, были выявлены очень большие вызовы, с которыми все равно придется столкнуться с каждому. Зеленая повестка в Кыргызстане наращивает свои обороты, и мы видим, как в Кыргызстане уже, в принципе, очень успешно работают наши партнерские коллеги и организации, которые также делают свой вклад в целом в экологическую, социальную, да, такую управленческую систему решений. Но наш проект точно связан только с одним аспектом, который входит в тему экологической безопасности. И мы сосредоточены на мусоре, но не мусоре, а на отходах, где в рамках проекта, мы сегодня о нем тоже коротко очень расскажем, во всех хозяйствующих субъектах, не в физических, не в домохозяйствах, к сожалению, наш проект сфокусирован именно на бизнес, на хозяйствующие субъекты, мы планируем заводить реальные прототипы систем менеджмента. Это необходимо делать только для того, чтобы сам процесс не ограничивался только сортировочными урнами, которые очень красиво, наглядно демонстрируют о том, что мусор сортируется. Мы будем говорить о целой системе того, как должно быть организован весь процесс от момента начала решения управлять отходами своего предприятия, так и до момента, когда вы можете демонстративно, публично уведомить о ваших инициативах клиентов, партнеров, сотрудников и в том числе подтвердить вашу действительность в этом направлении. Потому что сейчас мы, к сожалению, видим, как гринвошинг не только в секторе туризма просто заполонил наш Кыргызстан. Мы видим очень много эко-мероприятий, мы видим много эко-продуктов, мы видим много эко-заведений, эко-курортов, но в большинстве случаев за этим, кроме красивых урн, ничего не стоит. Поэтому мы считаем, что наш проект
позволит сфокусироваться именно на одном аспекте, и приглашаем всех к сотрудничеству. Проект буквально стартовал и работает 3-й месяц. Он так и называется «Управление отходами» и WasteNet. И на самом деле сейчас он фокусируется только на в основном отходах от упаковки, напитков, но тем не менее мы открыты и работаем по всем видов отходов. Сегодня мы смогли пригласить к сотрудничеству, к партнерству практически все заинтересованные стороны и организации, которые в этом направлении работают. Это и переработчики, это и логисты, это и те, кто вывозит транспорт, это и те, кто управляет и разрабатывает государственные программы, это и управляющие городов и локальных наших регионов. Сегодня мы знаем о том, что сектор Хорика, банковский, финансовый, строительный и другие сектора с удовольствием поддерживают инициативу, потому что тема очень актуальна. Но семинар сегодня не последний, он, конечно, установочный, больше информационный характер несет, для того, чтобы вы смогли сегодня сориентироваться, что в Кыргызстане происходит с этим вопросом, а также для себя прояснить, какие виды отходов вообще подлежат в Кыргызстане переработке, как организовать процесс сортировки и вывоза, как, в принципе, работать и идентифицировать те отходы, которыми вы можете управлять. Но это только начало, потому что мы уже сегодня к концу нашего мероприятия пригласим вас на 2-й семинар по системам управления, для того, чтобы уже более детально, для тех, для кого тема действительно актуальна, рассказать, как внутри организации наладить систему управления. Мы будем фокусироваться на системах менеджмента. Сегодня информация, которую вы получите, станет уже базовой, вы сможете уже самостоятельным образом начать работать над темой. Я не могу сейчас сказать, но приветственное слово у нас также должен был сказать наш основной ключевой партнер, это Международный фонд Coca-Cola, а также наш завод Coca-Cola Bishkek Bottlers. К сожалению, всей командой они выехали, находятся за рубежом, и есть у нас очень большая разница во времени. Но если кто-то присоединится, пожалуйста, администраторы, дайте мне знать, чтобы мы подключились. Благодарю вас еще раз за участие. Сразу всем сообщу, что ведется запись трансляции, что обязательно все участники получат ее на электронной почте, которые были оставлены при регистрации, что материалы презентационные мы также вам вышлем для дальнейшего ознакомления, чтобы вы могли использовать его в своей работе. Но прежде чем мы начнем про классификацию, я хотела бы предоставить слово Улан Нургазыулу, это координатор проекта WasteNet KG, которого приглашаю очень коротко рассказать о проектах, цели и задачи, о том, что у нас происходит. Улан, вам слово. Добрый день, коллеги. Рад вас приветствовать на нашем онлайн-семинаре. Спасибо, Асель. Уважаемые коллеги, уважаемые представители сектора Хорики, мы рады объявить о том, что буквально вот сегодня мы запустили сайт wastenet.kg, где вы можете пройти регистрацию и стать членами делового сети WasteNet KG. Хотелось бы отметить, что в данном сайте, то есть в сети, помимо представителей Хорика, будут также представители сектора логистики, переработки и сортировки вторсырья. Помимо этого планируется, что сейчас у нас идут переговоры с государственными и с муниципальными органами, будут представители муниципальных предприятий, будут представители средств массовой информации, ассоциаций разных. И мы надеемся, что ситуация, связанная с отходами, сортировкой и переработкой, с помощью, конечно, с вашим участием и с помощью нашего проекта все-таки улучшится и будут какие-то продвижения. У меня вкратце и все. Спасибо, Аселя. Асель, коллеги, меня слышно? Ладно, благодарю. На самом деле деловая сеть – это очень
Мощная, с высокими амбициями ассоциация. Мы хотели бы пригласить вас к сотрудничеству для того, чтобы с каждым разом все больше и больше усилять свои позиции в вопросах управления отходами. Разрешите мне, пожалуйста, предоставить теперь первое слово нашему спикеру, который расскажет нам о том, как система обращения отходами классифицируется на законодательном уровне. Пожалуйста, Наталья Байдакова, она является экспертом проекта WasteNet KG. Ваша презентация, вам слово. Добрый день всем участникам. Очень рада вас всех видеть. Позвольте перейти уже непосредственно к теме, что такое отходы, как классифицировать виды обращения с отходами. Одну минутку. Видно, да, презентацию? Да, все видно. Что же такое отходы? Отходы – это то, что нам уже не нужно, то, что мы уже выкинули, то, что мы уже использовали, то, про что мы уже забыли. Фактически это отходы, вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения каких-то работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые в последующем перерабатываются, утилизируются или сохраняются. Однако отходы – это все тоже не так просто. У них есть своя классификация, они подразделяются по происхождению, по агрегатному состоянию, по качественному составу и по классу опасности, то есть насколько они опасны как для окружающей среды, так и, соответственно, для человека и на здоровье человека. Если посмотреть по происхождению, то это являются отходы производства, то есть это промышленные отходы, и отходы потребления, то есть это коммунально-бытовые отходы, те, которые у нас образуются каждый день. По агрегатному состоянию отходы бывают твердыми, жидкими, газообразными, также по качественному составу. То есть это то, что… Наталья, извините, презентация ваша не двигается, будьте добры, листайте ее. Ага, а то мы только первую картинку видим. Вот классификация отходов. Да, сейчас видна картинка. У меня просто видно. Мы видим только первый слайд презентации. Так. Одну секунду, извините. Да, теперь все окей. Вот слайд классификации отходов, да, все видно? Да, все видно. Извините, у меня было нормально. Итак, классификация отходов. По происхождению, по качественному составу, по агрегатному состоянию и по классу опасности. По происхождению отходов. Это отходы производства, отходы потребления. Данные понятия в Кыргызской республике отражены в законе об отходах производства и потребления, который был принят в 2001 году и утвержден постановлением от 13 ноября 2001 года. Согласно данного закона есть четко сформулированное определение, то есть отходы производства – это остатки материалов, сырья, полуфабрикатов, образовавшихся в процессе производства продукции или выполнения работ и утратившие полностью или частично свои потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, которые образуются в процессе производства. Отходы потребления – это изделия, материалы и вещества, утратившие свои потребительские качества вследствие их физического или морального износа.
К отходам потребления также относятся твердобытовые отходы, которые возникают в процессе жизнедеятельности людей. Класс опасности. Классы опасности в Кыргызской республике закреплены в порядке обращения с опасными отходами на территории Кыргызской республики, который был утвержден постановлением правительства в 2015 году. Разделяются отходы на 5 классов опасности. Ну, если посмотреть на картинку справа, то можно видеть, что первый класс – это чрезвычайно опасные отходы. Ну, к ним можно отнести ртутосодержащие, градусники, там, лампы люминесценты и так далее. Второй класс опасности – высокоопасности, который приводит к серьезному нарушению экологического баланса окружающей среды и очень долго восстанавливаются, не менее 30 лет. Третий класс – это умеренно опасные. Около 10 лет период восстановления окружающей среды после попадания в них данных отходов. Масла, ацетон, медная проволока и другие. Четвертый класс – это малоопасные отходы, это самый многочисленный класс. В принципе, сюда входят многие отходы, твердобытовые отходы, отходы коммунального хозяйства, обломки там, мебели, стекла, опилки, строительный мусор, ну, не весь, это такой более-менее безопасный. Ну и пятый класс опасности – это практически неопасные отходы, которые при размещении в окружающую среду практически не наносят вред окружающей среды и, соответственно, и здоровью населения. Определение класса опасности отходов в Кыргызской республике осуществляется в соответствии с классификатором опасных отходов, ну и методических рекомендаций по определению класса, то есть как считать расчетным путем определять класс опасности. У нас он был утвержден постановлением правительства в 2010 году. Классификатор опасности отходов. Немножко подробнее на этом остановлюсь, потому что если в своей организации вы планируете внедрить устойчивую систему управления отходов, то помимо раздельного мусора вам нужно будет идентифицировать все отходы, которые вы собираете, и, соответственно, посмотреть, какой класс опасности они имеют для того, чтобы в дальнейшем вести инвентаризацию этих отходов. Соответственно, придется пользоваться этим классификатором, чтобы посмотреть и определить код отходов. Ну, во-первых, классификатор опасных отходов был разработан полностью с применением межгосударственного стандарта ГОСТа, ресурсосбережения, обращения с отходами, классификации, идентификации, кодирования отходов, основные положения. Соответственно, этот международный стандарт универсален, и, в общем-то, наш классификатор в Кыргызской республике тоже разработан с условием международных стандартов. Предназначен классификатор для определения уровня опасности и кодировки отходов. Полный классификационный код отходов состоит из 9 блоков, которые разделены косой чертой. Каждая группа обозначена буквой латинского алфавита. Если посмотреть вот справа слайда, красным вы видите, как, в общем-то, выглядит код. 9 групп. При этом каждая группа соответствует определенному ГОСТу. То есть это основной вид деятельности, в результате которого образовались отходы, это причины перевода материала, изделия в отход, агрегатное состояние отходов, класс опасности отходов, как раз который мы рассматривали на предыдущем слайде, это идентификатор опасных составляющих отходов, свойства, определяющие опасность отходов, реализованный способ обращения с отходами. И последнее – это уровень опасности отходов по Базельской конвенции о транспортировке и утилизации отходов. На картинке можно видеть пример из самого классификатора, то есть тут видно, что вот твердые отходы, бумага, картон, отдельно их код. Ну, что касается, вот, к
например, посмотреть класс опасности, он определяется буквой Т, то видно, что тут 4-й и 5-й класс опасности тех отходов, которые, в общем-то, сейчас являются у нас, на которые мы сейчас ставим акцент, то есть это пластик, бутылки, это стекло, это бумага и так далее. Следующий вид, по которому классифицируют отходы, это качественный состав отходов. Но здесь я привела пример непосредственно на морфологическом составе отходов на наших свалках Кыргызской республики, чтобы сразу на примере посмотреть процент видов этих отходов. Ну, как вы видите, что пластик занимает 21%. Сейчас на свалках стекло 10%, бумага, картон 1%, электронные отходы 10%. Ну, это вот те виды отходов, которые рассматриваются у нас, когда мы смотрим морфологический состав отходов. А с правой стороны определены виды отходов по международному стандарту, то есть как они маркируются, какие вот знаки используются для того, чтобы определить тот или иной вид отходов. Ну, помимо этого, также здесь и знак повторного использования, ну и, соответственно, если он перечеркнут, то значит это те бытовые отходы, смешанные отходы, которые невозможно повторно переработать. Следующая классификация, то есть как можно будет рассмотреть отходы еще по одной классификации, это подвергаются они переработке или их нельзя переработать. Многие виды отходов могут быть переработаны, и при этом процесс не требует существенных затрат и компенсируется полученным вторичным сырьем, который впоследствии можно использовать для изготовления продукции или другого использования. Ну, к таким отходам, которые можно использовать вторично, относятся бумажные остатки, древесина, пластик, стекло, полиэтилен, жестяные банки, пищевые остатки. Другой вид отходов – это те, которые невозможно переработать, ну или в связи с их спецификой, их состава, физических свойств, ну или переработка нецелесообразна, то есть вкладывается больше, чем получаешь не компенсируется полученным вторсырьем. Или наоборот, они настолько опасны, что их переработка приведет к получению опасного вторсырья, что тоже нежелательно. Такие отходы перед тем, как захоранивать их, конечно, обезвреживают максимально, чтобы они не нанесли вред. Ну и третье, это некоторые отходы возможно повторно использовать путем их превращения в энергию. То есть сжигание и получение из них энергии, фактически тогда это тоже вторичное использование, получение вторичной энергии. Но целью переработки является прежде всего превращение отходов во вторичное сырье, в энергию, ну или продукты с определенными потребительскими свойствами. Как же узнать, ну, если посмотреть на пластик, то есть различный пластик по толщине, по виду. Даже одна бутылка из одного пластика, крышка из другого бутылку. Для того, чтобы понимать и улучшать процесс сортировки, применяются коды переработки, то есть это специальные знаки, которые применяются для обозначения материала, из которого продукт изготовлен. Ну и, соответственно, он упрощает процедуры сортировки перед тем, как его отправить на переработку для вторичного использования. Ну, во-первых, вторичную переработку, общепринятый международный символ вторичной переработки – это лента Мёбиуса, вот зеленым цветом она обозначена. И также применяются международные универсальные коды переработки пластмасс, например. Вот на данном слайде это коды, которые применяются к пластмассе. То есть в середине треугольника это код,
И внизу это идентификатор материала по ISO. Причем применяется как латинское название, так и кириллица, то есть разницы нет. Где искать эту маркировку? Чаще всего на самой таре ставится маркировка, не на этикетке, но если на бутылке, то у нее на дне, и причем чаще всего это выпирающий такой значок. Если маркировки нет на самом материале, то ее необходимо посмотреть на заводской этикетке. Но это не значит, что везде стоят эти знаки, на некоторых материалах не ставятся, потому что как бы там стекло или какая-то дорогая упаковка, на которой так понятно, из чего она сделана. Но для пластика маркировка применяется на многих товарах. Если посмотреть на маркировку пластика, то фактически применяются 6 кодов от 1 до 6. И 7-й – это смешанный пластик или тот вид пластмассы, который не получил код. И 3-й и 7-й код пластика не поддается переработке. Самый распространенный – это единичка. Это из него как раз и сделаны бутылки для питья, которые мы часто используем, и он достаточно легко перерабатывается и чаще всего используется при переработке и получении вторичного продукта. Ну, маркировка стекла и бумаги в таком виде. Значки размещены на стеклянных бутылках и на бумажных изделиях, то есть это стекло разных видов, бесцветное, зеленое, коричневое и так далее. Ну и бумажная продукция, то есть это картон, бумага, в зависимости от того, какой это продукт. Ну, понятно, что для того, чтобы переработать это сырье, требуется предварительно сортировка и раздельный сбор. Но нужно понимать, что раздельный сбор и сортировка – это не одно и то же. Раздельный сбор – это то, что мы по видам отходов разбираем по разным контейнерам. А сортировка – это уже непосредственно с каждым видом продукции разбираем и смотрим по маркировке, по видам, то есть та же бутылка разбирается на бутылку и на крышку, этикетку и так далее. То есть сортировка – это более тщательная работа уже непосредственно с отходами. Какие задачи решает раздельный сбор и сортировка именно на раннем этапе? Во-первых, сокращает общее количество мусора, попадающего на свалку. Снижает количество потребляемых природных ресурсов за счет повторного применения сырья. Для повторного чаще всего меньше требуется затраты энергии и других ресурсов. Способствует улучшению экологической ситуации, но и уменьшает затраты на сортировку и утилизацию. На рисунке с правой стороны видно, как сейчас традиционно собирается мусор. То есть полностью смешанный мусор собирается, вывозится на свалку. Ну и на свалке неофициальным способом чаще всего сортируется, и оттуда уже сортированный мусор перевозится на переработку. Хотелось бы по-другому, хотелось бы сортировать, разделять, собирать уже раздельно мусор, сортировать его и вывозить на переработку. Если у нас в стране в лучшем случае там 1-2% определенных видов отхода перерабатывается, то, например, в европейских странах до 70% отходов перерабатывается и опять поступает в производственный процесс. Ну, если вот такая больше информационный слайд, если посмотреть, что мы имеем из положительных плюсов от того, что перерабатываем отходы, ну, во-первых, переработка
1 тонны стекла сохраняет 1 тонны природного сырья. Переработка 1 тонны пластика сохраняет экологическую чистоту грунтовых вод и почвы на площади 1 гектар. Переработка 1 тонны бумаги сохраняет 10 деревьев. Переработка 1 тонны металла сберегает от вредных выбросов в воздух территории 1 микрорайона. Ну вот металл, пластик, стекло, бумага – это те виды, которые чаще всего используются для вторичной переработки. Ну и, в принципе, это та упаковочная тара, которая чаще всего накапливается и формируется в секторе хорика, в отелях, ресторанах, кафе, развлекательных центров и является, в общем-то, основным процентом отходов из всех коммунальных отходов, которые у нас есть. На этом слайде я бы хотела остановиться на исследовании, которое было проведено юридической фирмой Эргишбаевы партнеры. Они провели анализ как законодательный, так и вот с предложениями по возможности передачи остатков пищевых и непищевых продуктов в секторе хорика, который образуется, для социально уязвимых групп населения, которые в этом нуждаются. Анализ посвящен возможности взаимодействия между сторонами, такими как отели, рестораны, гостиницы, осуществлять сбор непищевых и пищевых продуктов и передавать их социальным организациям. Ну и, соответственно, в аналитическом заключении рекомендуется осуществлять сбор пищевых остатков в виде хлебобулочных изделий без содержания кремов и иных элементов, сырых продуктов, это овощи, фрукты, масло и иные, которые остаются. Осуществлять сбор непищевых остатков в виде мыльных продуктов, постельного белья, полотенца, посуды и иных продуктов. Ну и, соответственно, осуществлять передачу пищевых и непищевых продуктов социальным организациям согласно договора пожертвования между бизнес-представителями и социальных организаций. При этом предлагается тоже формат этого договора. Если это кого-то заинтересует, то, я думаю, можно с ними переговорить. Обращение с отходами. В законодательстве Кыргызской Республики, а также в законе об отходах производства и потребления, обращение с отходов характеризуется как виды деятельности, связанные со сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортировкой и захоронением отходов. При этом в порядке обращения с отходами производства и потребления 2015 года сбор отходов в производстве и потреблении относящихся к категории вторичных материалов и ресурсов должен осуществляться на объектах образования отходов раздельно в соответствии с направлениями их использования и переработки. То есть фактически данным порядком закреплено необходимость раздельного сбора и отделять вторичные материальные ресурсы. Обращение с отходами. Ну, это прежде всего образование их отходов, как уже говорили, их сбор и управление отходами. То есть это повторное использование, компостирование, отходы в энергию, ну или если это с отходами уже невозможно сделать, то, соответственно, захоронение. Способы утилизации. Ну, это захоронение, как раз то, что применяется у нас в Кыргызстане в основном, то есть это свалки. Следующее – это термические методы, открытое горение, промышленное сжигание, пиролиз. При этом хотелось бы отметить, что есть частные предприниматели сейчас, которые сжигают более 600 видов отхода именно пиролизом, то есть безопасным способом сжигания. Ну и рециклинг, то есть это сортировка мусора с отбором вторсырья и переработка вторсырья. Тут на фотографиях как раз несколько примеров сортировки и переработки отходов на частных социальных предприятиях, которые есть у нас в стране. Ну и биологические методы – это компостирование, примеры которых тоже также имеются в Кыргызской Республике.
Ну и все же, какие приоритеты обращения с отходами в дальнейшем? Причем, если учитывая, что Кыргызская республика взяла на себя обязательство выполнять те цели и задачи, которые приняты на глобальном уровне, то есть это 12-я цель устойчивого развития, ответственное производство и потребление, в которой одной из задач является к 30 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их сокращения и переработки и повторному использованию. Ну и прежде всего, конечно же, не создавать отходы. То есть минимизировать упаковку, возможность использовать повторно продукты, использовать как можно меньше упаковки. Возможность переработки и вторичное использование потребительской продукции. Ну, второе – это переработать и вторично использовать отходов, раздельный сбор, сортировка, извлечение полезных фракций, стимулирование использования ресурсов, полученных из этих отходов. Ну и последнее – это безопасное захоронение отходов, четко требовать нормы по охране здоровья окружающей среды, использовать наилучшие доступные технологии, ну и экологический контроль. Ну, это все, что я хотела вам рассказать по отходам. Как классифицировать на вопросы, я готова ответить. Спасибо. Наталья, спасибо большое, очень интересно. На самом деле я хотела бы актуализировать для всех участников ключевую информацию, связанную с презентацией Натальи. Дело в том, что если вы не займетесь мусором, мусор займется вами. Это первый тезис. Второе. В Кыргызстане у нас есть, в принципе, база для того, чтобы уже сейчас интегрировать свою бизнес-деятельность в общую концепцию, политику отраслевую по снижению потребления, по управлению отходами. Третье. Совершенно не обязательно быть экологом или высококлассным специалистом в области окружающей среды для того, чтобы у себя на предприятии, у себя в заведении оптимизировать и поставить все необходимые мероприятия, провести, чтобы управлять своими отходами. И даже если не получится 100% управлять своими отходами, то базовые, ключевой перечень производимых отходов, тех, что уже завершили свою потребительскую ценность, даже ими можно в Кыргызстане как минимум сдавать и возмещать. Очень много выгод, связанных для сектора хорика по вовлечению вообще в систему управления отходами. И та классификация, о которой разговаривала Наталья, это один из главных ключевых документов для тех, кто хотел бы реально заняться работой, связанной с идентификацией своих отходов. И, конечно же, все презентации мы вам дадим, отправим. Конечно же, все материалы нашего проекта, который сейчас работает активно, полностью консолидируя информацию, связанную с мусором, отходами, с системой управления, с документацией, с юридическим сопровождением. Сейчас идет процесс такой вот немножечко идентификации того, что могут делать хозяйствующие субъекты для того, чтобы легким способом завести у себя внутри системы управления отходами. Как специалист по системам менеджмента я хочу вас уверить в том, что система управления отходами – это самый легкий, самый незатратный, самый интересно реализующийся проект, который можно у себя внутри организации применить уже сегодня. И выгод очень много. Но, конечно, базовая информация, она необходима для того, чтобы понять вообще, как встроиться вот в эту систему, как снизить свой экологический след и как действительно провести все мероприятия по управлению отходами грамотно, без использования гринвошинга, о котором я говорила в самом начале. Наталья, благодарю вас за сообщение. Мы отключаем вас с эфира. Будьте добры, пожалуйста, выключите звук. И я хотела бы предоставить сейчас слово нашему тоже партнеру, очень известной организации, которая пока сейчас является, наверное, единственным первоисточником в Кыргызской республике. Это общественный фонд Тазар Мекеним, Аймерим Турсалиева. Фонд имеет всем известное приложение Тазар, и пока сейчас в Кыргызстане, наверное, единственный источник, по которому можно определить, сориентироваться, где и что делать с отходами. Но, конечно, перечень отходов очень большой, и поэтому сегодня, будет очень коротко, мы хотели бы попросить Аймерим сделать обзор того, как обстоят дела в Кыргызстане с сектором
логистики, с тем, какие отходы подлежат. Эта информация будет очень интересная, поскольку мы всегда и очень много получаем вопросы, именно связанных с теми, какие виды отходов подлежат переработке. Амирим, вы на связи? Пожалуйста, Да, я на связи, подключитесь. да. И мне только Да, нужно поделиться экраном. Можно, да, я поделюсь экраном? да, вам слово, Амирим. Ага. Здравствуйте всем, меня зовут Аймирим. Я являюсь руководителем организации Тазар Мекеним, да, это организация, которая помогает как горожанам, так и представителям Хорека правильно сортировать и сдавать свои отходы. Давайте я поделюсь своей презентацией и как бы можем прям предметно оттуда уже начать с вами разговаривать. Да? Ну, в принципе, наверное, ни для кого не секрет, да, что в Кыргызстане очень много стихийных свалок, да, не официальных, а таких стихийных свалок. Их площадь составляет 516 гектаров земли по всему Кыргызстану. Это 176 стадионов «Спартак». Да? Это очень большие территории, которые у нас, к сожалению, используются под стихийные свалки. Проблемы, мне кажется, уже Наталья озвучила, я, наверное, на них не буду задерживаться. Так, вот здесь, получается, мы высчитали, получается, что каждый бишкекчанин выкидывает около 400 килограммов отходов, да, на полигон. То есть как мы его высчитали? Мы взяли данные 2013 года, по данным 2017 года 250 килограммов, да, получается, отходов каждый кыргызстанец выкидывал тогда на полигон, уходил на полигон. Мы взяли данные Тазылка и взяли данные свои, которые мы собираем уже в течение 2 лет, да, и взяли также данные с БСП, да, с Бишкекского городского полигона. И как примерно высчитали такое количество. У нас сейчас имеется более-менее хорошее исследование, к примеру, да, про морфологический состав вторсырья, да, то есть отходов. Но, к сожалению, у нас пока нет данных по Хорека, но мы сейчас можем поделиться, к примеру, по многоквартирные квартиры, которые, да, многоквартирные дома, которые находятся в центральной части Бишкека, и в новостройках. Сегодня я вам представлю данные по многоквартирным домам, да, в микрорайонах в центральной части. Из них, вот, если проанализировать, да, посмотреть на морфологический состав этих микрорайонов и домов, получается, что 23% вообще оно подлежит переработке. Это пластик, стекло, текстиль, бумага, металл и вот какие-то отходы в плане резины. И только 19% оно не подлежит переработке. Из них, получается, из этих 100% получается более чем 40% это органические отходы, которые можно было бы тоже переработать, да, в газ, либо же в гумус, либо же там, да, такие материалы. Но, к сожалению, у нас система, скажем, сбора, да, и сдачи, он совсем не налажен. И, к сожалению, мы теряем очень много отходов вторсырья из наших, да, вообще в нашем городе. Вот. Нам хотелось бы очень такое же исследование провести среди Хорека, если мы интересованы участвовать в исследовании. Вот, отходы равно доходы. Это то, что мы пытаемся продвигать через нашу организацию. Бумага, она может быть переработана 6 раз до того, как она будет переработана в туалетную бумагу. У нас в Бишкеке принимают и картонную бумагу, его у нас принимают, картон отдельно принимается, у нас и бумага принимается отдельно. Как лучше сдавать бумагу? Это картон завязывать, перевязывать отдельно, и белую бумагу лучше сдавать отдельно. То сейчас мы в нашей практике сталкиваемся, это вот нам, когда сдают бумагу, то есть все сдают и картон вместе, все вместе, получается, когда мы принимаем отходы от горожан или от организации Хорека, у нас очень много времени уходит на пересортировку этого вторсырья. Поэтому мы учим наших горожан и наших клиентов, чтобы сортировалось это все отдельно. Но если вы, к примеру, Хорека, да, представитель Хорека, и у вас есть свой магазин или свой отель, то свои отходы вы всегда можете пересдавать. То есть вы можете за это получать какую-то сумму денег. То есть если у вас очень большие объемы, то вы можете давать их по 20 сомов за килограмм на предприятии. Да? То есть
напрямую на предприятие. А если вы сдаете в пункты приема, то это будет около 12 сомов за килограмм, к примеру. Так, пластик. Пластик – это у нас такая злободневная тема, потому что у пластика очень-очень-очень много видов, да, очень много видов. И в Тазаре такая наша большая трудность в Тазаре – это объяснить нашим горожанам, какой подлежит, а какой не подлежит. Потому что наши граждане пока еще не научились читать маркировки. Маркировки, то бишь там PET или PP или HDPE. И для этого мы в организации начали создавать такие экопостеры, в которых мы показываем локальные продукты и говорим, вот это можно переработать, а вот это нельзя переработать. Но, к сожалению, мы все пластиковые упаковки охватить пока не можем, но мы потихоньку учим, да, наших пользователей, наших клиентов, как правильно сортировать и сдавать. Что сдавать, а что не надо сдавать, да? Что пересдать, а что переработать. Да? То есть вот это мы тоже учим. И если вы, например, представитель Хорека, тогда для вас информация здесь по сдаче. По бутылке вы можете сдать от 33 сомов за 1 килограмм, полиэтилена от 25 сомов. Также, если у вас, к примеру, есть такая куча пластиковых и упаковок, и, к примеру, старые ведра поломанные, старые игрушки, какие-то детали от коляски, да, вот вы не знаете, что с ними делать, вы можете его собирать, и оно может сдаваться как хлам, то есть как пластик, хлам-пластик, да, и вы можете сдавать, по примеру, по 10 сомов за килограмм. Так, по 10 за килограмм. Также у пластика, да, у полиэтилена есть разные 100 разных видов, которые подлежат, а есть те, которые не подлежат. Да, на этой картине вы видите, получается, X красное, оно, к сожалению, не подлежит переработке. Его многие переработчики и сборщики, они его не забирают. Но, к примеру, вот эти крышки, ПВД, HCP, такие термоусадочные плотные упаковки, их можно собирать и сдавать на переработку. Также, получается, все пакеты, которые у нас здесь изображены на нашем постере, они все подлежат переработке. По крайней мере, в условии ВТОР на Ибраимова 251 эти все пакеты пластиковые можно сдать на переработку. Вот. А то, что вы видите такие сумки, да, вот эти китайские, мы обычно их называем, они, к сожалению, не подлежат переработке. То есть они очень долго разлагаются, они очень прочные, но также они очень долго разлагаются. И их, конечно же, апсайклить. Их лучше же, если, например, они стали уже негодные, как сумка, да, к примеру, да, какая-то сейчас порвалась, лучше его апсайклить и делать из него какие-то другие продукты. Вот. Как правильно сдавать вообще, да, как правильно сдавать пластик, как правильно сдавать вообще все упаковки. От пластика, чтобы он не занимал место, нужно его спрессовать. Нужно его спрессовать и отделить этикетку. Но многие переработчики, они говорят, что, в принципе, этикетку не надо отделять. Это тоже вид для них, сырья, но, к сожалению, не все вот эти этикетки, они перерабатываются. К примеру, вот эта вот АСУ, вот вода с позапрошлого года, получается, она появилась в наших магазинах. И вот этот АСУ, она очень-очень сложная для переработчиков упаковка. То бишь мы сейчас всех просим, вот те, кто пьет эту воду АСУ, пожалуйста, прям сдирайте упаковку, иначе работа переработчиков, она вот сбивается, они очень долго времени тратят то, чтобы, получается, сначала помыть нужно бутылки, да, а потом отдирать эту упаковку. Поэтому, то есть через наше приложение, через наши официальные сети мы всегда обновляем информацию, как правильно сдавать. И каждый год мы получаем какие-то новые упаковки, да? И мы всегда на связи с переработчиками, и они нас просят вот так, чтобы горожане, либо же Хорека представители сдавали. Мы передаем через свои социальные сети. Вот. Про стекло. Стекло у нас принимается в Кыргызстане только зеленое, белое, да, пока принимается, не принимается коричневое стекло, не принимается, да, как уже вначале сказали, да, вот, фарфор, да, посуда. Это очень проблематично у нас. Но принимается оконное битое стекло, также, к примеру, принимается бутылка торпы. Да. Если, к примеру, килограмм стекла у нас стоит 2 или 3 сома, да, то бутылка арпы, за одну штуку бутылки вы можете получить 3 сома. Бутылка Кыргызара вина принимается по 3-4 сома. Принимается коричневое зеленое стекло, это вот единственное стекло, которое принимается в пунктах приема, это от вина Аталыка, насколько я поняла. Вот.
И коричневое стекло, оно принимается сейчас в некоторых пунктах приема, оно принимается, если только у него такое толстое горлышко, то его тоже можно как-то вот сдать, но мы, честно, не знаем, что они дальше с этим делают. Как бы нам говорили, что это они либо же перезаливают, да, как бы нелегальным путем, да, то же самое. Но Арпа, она принимает свои бутылки. Например, в Правозарагве я не уверена, что в Правозарагве свои бутылки принимают как бы, да, с пунктов приема. Поэтому, но как бы практика такая, что сейчас эти бутылки можно сдать дороже, чем обычные, например, белые бутылки. Так, вот так дальше. Так, органические отходы, они у нас перерабатываются. У нас есть замечательный завод по переработке, получается, флюид. Также есть несколько организаций, которые делают, получается, гумус из органических отходов. И старое масло, это может быть тоже очень будет интересно для Харека, старое масло у нас перерабатывают и сделают из него, получается, хозяйственное мыло. Это бишкекский мыловаренный завод. У нас на странице есть про них такой сюжет интересный. Вот, их тоже нужно сдавать, и сдавать их тоже нужно правильно. Да? То есть вот эта картина, она именно сделана как бы с флюидом вместе. Флюид нас попросили, чтобы мы сделали как бы для сдачи органики, сделали вот такой вот небольшой постер. Получается, как бы, когда вы сдаете свои органические отходы, очень важно, чтобы туда не попадало мыло. Да? Мыло, либо же какие-нибудь такие химические, да, как бы, мыломоющие средства, очень важно, чтобы не попадало, чтобы не было там, как это называется, скорлупы, и также не было вот этих маленьких косточек, к примеру, от алчи или там от фрукта, да? Вот это очень важно. А все остальное можно сдавать, даже если оно у вас долго стояло, и оно немножко как бы запрело или немножко, как бы, скажем, заплесневело, его тоже можно сдавать. Как бы с этим нет проблем. Главное, это чтобы там не было мыломоющих средств внутри. Иначе весь процесс их брожения, весь процесс производства природного как бы, да, газа, оно разрушается. Да? Поэтому как бы, они всегда открыты. И, кажется, от 70 килограммов, получается, они могут сами к вам приезжать и забирать ваши органические отходы. Вот, но при этом очень важно масло старое собирать отдельно. Да? И вы, может, тоже знаете, что масло очень старое, как бы ни в коем случае нельзя вливать в канализационные как бы, трубы, как бы выливать в канализационные эти. Вот, так, у нас теперь еще есть, про железо у нас как бы даже ситуация железа, она более такая схваченная в Бишкеке. Железо у нас принимают везде, там, начиная от 20 сомов и заканчивая там, до 2000 сомов, да, принимают на железо. Там латунь, к примеру, медь принимают очень, очень по дорогой цене. Но мы сделали эти постеры именно для горожан, потому что, да, чтобы горожан приучить к тому, чтобы сортировались именно дома вот эти консервные банки, вот эти небольшие алюминиевые баночки. И тут мы показываем, что можно им сортировать, а что им не нужно сортировать. К примеру, вот эти упаковки от Рексоны, там, от Рейд, они, к сожалению, у нас не принимаются, как бы они, к сожалению, уходят у нас в обычную мусорку, да, на полигон. Вот. Электронные отходы у нас тоже принимают, у нас несколько есть точек по городу, которые берут у нас электронные отходы, они из него вытаскивают пластиком, как бы разделяют отдельно, металл отдельно, и также там есть очень ценные фракции, да, в электронных приборах, они вытаскивают эти ценные фракции. У нас в Бишкеке два пункта, которые этим занимаются. Также есть 2 магазина, которые принимают как бы электронные отходы, которые они сами же продают. А вот опасные медицинские отходы, батарейки, к примеру, это все нужно собирать и сдавать можно, да, экокомплекс. Экокомплекс – это, наверное, единственная организация, которая имеет лицензию на правильную утилизацию подобных отходов. Вот, что у нас, хорошие новости, да, хорошие новости в том, что у нас переработка в Бишкеке существует, она есть, она развивается, и мы всеми силами пытаемся эту как бы, переработку поддержать, рассказывая нашим горожанам, да, представителям Харека, нашим партнерам, что в Бишкеке из переработанных вторсырья, из отходов, из мусора делают вот такие вот замечательные ведра, делают как бы
делают чашки, делают сетки. Также, вот вы видите, делается из шин. Шины перерабатываются, вытаскиваются, получается, металлические волокна, и из них делают такие настилы спортивные. Также есть молодые ребята, которые апсайклят тенты, да, старые тенты в новые сумки. Вот эта вот вся туалетная бумага, она произведена и переработана в Кыргызстане. Но здесь нужно сделать такую оговорку, что на разном предприятии там как бы разная пропорция, но где-то у кого-то, примерно, 30% оно сырье, оно из Кыргызстана, 70% оно завозится из России. У других это 50%, а 50% как бы свое отечественное, да, сырье, а 50% завозится. То есть как бы у этих туалетных бумаг, скажем, у них как бы разная пропорция, но какая-то вот часть, вот, мы вот поспрашивали, сделали свое небольшое исследование, и вот получается 30% получается, это все равно как бы оно перерабатывается, делается из местного сырья. Это вот туалетную бумагу. Вот. Также наше стекло, да, битое стекло, это не бутылки, а это именно окна большие, да, окна старые и новые, и старые окна, они перерабатываются в фиброволокно, которое используется, вот слева, да, первая картина, она используется для строительных материалов, то есть она получается как, у нее такой армирующий эффект. Из него как бы его все больше и больше закупают для строительства. Также получается стекло, да, битое стекло переплавляется, они делают из них такие фиброволокна, из этих фиброволокон они его красят и делают такие сетки. Это называется стеклосетка, она очень сейчас используется очень обширно при строительстве для штукатурки, для внутренней, так и для внешней штукатурки. И это все как бы из нашего отечественного как бы, да, стекла. Поэтому это называется Бишкек, как называется завод, забыла. Только вчера там были. Бишкек Монолит, да. Бишкек Монолит, и они только 5% сырья они заводят, получается, из России, либо же из Казахстана. В основном, получается, 95% сырья – это у них местное сырье, что, конечно, очень-очень радует, что есть куда сдать, если вы, к примеру, ремонтируете свой дом, либо же вы меняете полностью в своем заведении, в кафе или в отеле стекла, да, то есть вы всегда можете их вот так вот пересдать. В нашем приложении есть как бы пункт приема, то есть адреса этого завода. Вот, немножко коротко, да, о нашей услуге, что мы предоставляем в Тазаре. Мы в Тазаре предоставляем такую услугу, как консультацию. Да? Мы консультируем и офисы, и, получается, Харека. Мы вывозим ваше сырье и при этом предоставляем вам анализ, разбор ваших отходов. Мы также обучаем персонал, устанавливаем, организовываем вам такую инфраструктуру для удобного сбора и сдачи ваших отходов. Это вот очень коротко про нашу организацию. Вот, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то могу ответить. Аймерим, спасибо, это очень интересно, потому что на самом деле информации очень много, а разобраться в том, какой вид отхода, что с ним делать, куда сдавать, то есть какие есть возможности в Бишкеке, в Кыргызстане, в Караколе, в других регионах, это всегда информация, которую вот нужно немножко потрудиться и поискать. Тем не менее, практический опыт, который вы предоставили, рассказали, мне кажется, будет очень интересен, а также постеры, которые вы сейчас разрабатываете и которые будут у вас финализированы, мы попросили бы тоже дать возможность и отправить всем участникам, всем заинтересованным лицам. Я думаю, они будут доступны. В чате вам уже сделали предложение по будущему взаимодействию. Азамат представляет Джалабадскую область. Будьте добры, пожалуйста, спешитесь, пообщайтесь. Азамат, я также хотела бы вам лично сообщить о том, что буквально завтра проект Вестнет «Деловая сеть» будет проводить встречу с сектором логистики и переработки. И, возможно, вам следует туда присоединиться для того, чтобы не только обсудить возможности поиска средств на оснащение, на сбыт, на возможные финансовые продукты, которые есть в Кыргызстане,
но также познакомиться с вашими коллегами, которые будут представлены со всех регионов Кыргызстана. Вам вышлют отдельно ссылку на мероприятие завтра. Уважаемые коллеги, прежде чем начать секцию, связанную с вопросами-ответами, может быть, уточнениями, связанных с нашими спикерами и их презентациями, у меня просьба, будьте добры, пожалуйста, включите ваши камеры для того, чтобы мы смогли сделать короткий скрин и зафиксировать в памяти наше совместное времяпровождение для того, чтобы сделать фотографию. Мы также вам вышлем по электронной почте ссылку на новость, куда мы вставим нашу фотографию. Так, кто делает скрин, пожалуйста, управляйте нами, говорите, готово, завершено это все или нет. Подождем, Мгм. сейчас все подключат. Да, пожалуйста, Альвина Шайргуль, если это возможно, Газель, Александр, Мунара, рады вас видеть. Готовы? Готов. Ну, кто не успевает, Всё. ничего страшного. Да. Мгм. Все, спасибо большое. Спасибо большое, очень просто приятно видеть каждого из вас, ваши фотографии. Спасибо, что ваше видео, спасибо, что присоединились. Я хотела бы также еще раз напомнить о том, что мы в группу скинули ссылку на вступление в деловую сеть WasteNet. Эта ссылка сейчас просто базовая, установочная, такая light-версия. Буквально через некоторое время появится наш новый сконструированный порт-сайт, который будет не только содержать всю информацию по теме проблематики нашего проекта, проблемы мусора и возможности управления отходами, но также предлагает возможности для того, чтобы каждая зарегистрировавшаяся организация смогла иметь свою собственную подстраницу, смогла идентифицировать свои собственные производимые в рамках деловой активности отходы. Конечно же, будут там представлены поддерживающие материалы, все отходы будут расписаны, в том числе с уровнем класса опасности, который у них есть. Деловая сеть будет также включать в себя перечень переработчиков, перечень логистов и транспортников, которые сейчас вместе с нами в рамках проекта проходят такую трансформацию для того, чтобы легализовать свой бизнес, правильно коммуницировать с местами, которые производят мусор и хотят ими управлять, которые будут тоже оснащены соответствующими шаблонами договоров для того, чтобы экономически верно проводить взаимоотношения по обслуживанию и поддержке организаций различных отраслей. Конечно же, мы дадим возможность каждой компании, каждой организации, членам деловой сети заносить туда свою базу, свои данные по учету спасенных отходов. Это, мне кажется, один из самых интересных софтов, которые сейчас мы разрабатываем и завершаем уже, для того, чтобы облегчить вам систему учета. Грубо говоря, у каждой организации будет возможность забить свои данные с данным отходом и регулярно получать совокупные отчеты по общим объемам за период, смотреть динамику снижения тех или иных отходов, смотреть, насколько работают программы ответственного потребления или снижения ресурса потребления. То есть такие интересные управленческие решения позволят сектору хориков, впрочем, как и другим отраслям, другим хозяйствующим субъектам, надлежащим образом организовать систему управления отходами. Я хотела бы перед дискуссией просто напомнить еще раз и актуализировать важность этой темы, потому что все законодательные требования, все имеющиеся экологические добровольные обязательные стандарты в области в области охраны окружающей среды имеют требования по организации мероприятий по управлению отходами. И речь идет, конечно же, о соблюдении требований законодательства, правильной идентификации и классификации своих отходов, а также проведение вот этих креативных, возможно, мероприятий по организации всей системы. Мы хотели бы сейчас пригласить всех для того, чтобы каждый смог включиться, даже если у организации, у компании, у заведения еще пока не налажено вообще ничего, кроме красивых урн. Для того, чтобы мы смогли далее информировать вас о поставщиках, о надлежащем уровне поддержки ваших систем со стороны некоммерческих организаций, консультационных специалистов, экспертов.
На самом деле это очень сама по себе очень классная программа, потому что и ваши сотрудники, работники ваших заведений могут не только вовлечься в процесс поддержки ваших программ по управлению отходами, но также креативить и генерировать очень много идей по снижению вообще потребления. Сейчас мы видим уже в секторе туризма очень много интересных решений по снижению потребления пластика. Где-то перестали выдавать трубки, где-то выдают стеклянную посуду, где-то скидки, если вы со своей тарой приходите и так далее. И мы открыты ко всем таким решениям, и мы хотели бы демонстрировать обществу о том, что бизнес-сектор, особенно сектор туризма, сектор гостеприимства, очень ответственно, поэтапно подходит вообще к проблеме замусоривания. Сейчас я хотела бы также пригласить всех на дискуссию. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, подключайтесь. И просьба, пожалуйста, представляться. Вы можете поднять руку для того, чтобы или сразу подключиться. Есть ли у вас какие-то вопросы конкретно касательно сегодняшней темы? Может быть, просто кто-то хотел бы актуализировать вообще, почему вы здесь, какие у вас есть ожидания от поддержки со стороны проекта, а также, может быть, есть уже какие-то классные решения, и вы уже столкнулись с вопросами, связанных с вашими отходами. Здравствуйте, можно? Конечно. Слово, да? Здравствуйте, меня зовут Жанара Пулатова, я учусь в Санкт-Петербурге на втором курсе магистратуры. В данный момент пишу свою диссертационную работу по теме оптимизации управления отходами по городу Бишкек. Это именно отходы, твердобытовые отходы. И в данный момент я обратилась Гульджан Идже, вот она здесь мне писала, вот пригласила сюда, и мне очень нужны данные по городу Бишкек, отходы, морфологические отходы я сегодня увидела по данным Харека, да, но там был, получается, я тоже хотела к ним обратиться, пищевые отходы были мало, да, именно конкретно, где это морфологические данные были взяты, потому что для моей работы очень важно хорошо оценить морфологический состав, и также здесь очень было интересно, вот предыдущей презентации там была переработка, да, и эти информации для меня очень ценны и важны, и если вы поделитесь всеми этими информациями, да, и скажете свои какие-то опыты, да. Благодарю. Спасибо большое за ваше выступление. Очень важно, чтобы академическая среда, и в том числе научная, и в том числе студенческая, школьная, тоже подключалась. Спасибо за ваш комментарий. Я просто хотела бы вам сообщить о том, что сейчас в рамках проекта нашего, и Улан об этом упомянул, мы выдали несколько технических грантов на поддержку различных проектов. 8 переработчиков получат поддержку в техническом оснащении, и 9 некоммерческих организаций получили поддержку на мероприятия, связанные с пропагандой, с обследованием, с информированием, по вопросам ответственного потребления. В том числе программа в Караколе работает для обучения директоров школ и трансляции там возможностей организации системы управления. В Кыргызстане, в Бишкеке у нас Американский университет Центральной Азии также реализует проект по внедрению собственной системы управления отходами с последующей передачей знаний для других университетов и учебных кампусов, которые находятся у нас в Кыргызстане в рамках Альянса зеленых вузов. Это тоже интересный проект, пожалуйста, туда присоединяйтесь, напишите нам на WhatsApp, и мы обязательно будем полностью информировать вам для дальнейшего исследования. И будьте добры, пожалуйста, с нами в будущем поделитесь результатами вашей оценки и работы научной. Спасибо. Кто-то еще хотел бы присоединиться? Здравствуйте, меня зовут Мунара, я соучредитель Мюнхен Паб. Мне было бы интересно, как правильно в сфере общепита сортировать мусор. Вот раньше к нам, я помню, приезжали люди, которые забирали масло переработанное, вот, бумагу забирали, потом вот стекло, не помню, по-моему, тоже забирали, но последние 5-6 лет к нам никто не приезжает, и тяжело найти таких людей, кто приедет и это все заберет. Вот, поэтому хотелось бы от этого тренинга, семинара, вот вы говорите, что не только один, у нас будет 2, 3, 5, 10, возможно, дай бог, чтобы вы вот как-то вот научили нас правильно сортировать, либо инструменты какие-то дали бы. Вот. Мне бы хотелось бы вот это услышать, чтобы пользу обществу принести.
Спасибо, Мунара. Очень интересное сообщение, потому что на самом деле мы получаем множество таких откликов именно со стороны сектора туризма. Несмотря на активность большинства игроков на рынке, да, тем не менее большая часть заведений общепита, развлечений и проживания действительно испытывает трудности в организации вот систем управления отхода. Значит, первым шагом я хотела бы проанонсировать сейчас и вам лично, а также всем другим о том, что 1 марта у нас будет семинар, который предназначен конкретно для хозяйствующих субъектов, работающих в сфере гостеприимства. Ну, средства размещения, средства питания, средства проживания. И, конечно, там же мы постараемся дать вам конкретно пошагово, что нужно делать для того, чтобы, во-первых, не забыть, что когда-то кто-то к вам приезжал из поставщиков и забирал какой-то из ваших видов отходов. Во-вторых, узнать, что же делают те организации или люди, которые приезжают и изымают ваши отходы. В-третьих, для того, чтобы сделать это правильно, безболезненно для вашего внутреннего бизнеса, потому что, как сказала Гульзат в самом начале, всегда будут проблемы, связанные с сбором и сортировкой. Это связано и с инфраструктурой, которая имеется в вашем заведении. Это связано и с людьми, которые будут заниматься. Это связано и с хранением, потому что отходы все-таки имеют тенденцию утрачивать не только свою ценность, но еще и производить неудобства в запахе и в других вещах, связанных с хранением. А также это связано с экономической защитой, когда вы заключаете договора. Конечно, мы недавно только сами были приятно удивлены, с одной стороны, что по данным Национального статистического комитета более 200 предприятий в Кыргызстане занимаются вопросами вывоза, сортировки, логистики, обращения, и другими всеми процессами, которые сидят внутри вот этой системы управления отходами. Но, к сожалению, идентифицировать их очень сложно, потому что пока, как мы уже сказали, только Тазар является единственным источником, где вы сможете увидеть точки на карте и места, куда вы можете привести или вызвать специалиста, который заберет ваши отходы. Но для хозяйствующих субъектов система организации управления отходами выстраивается несколько логически, немножко другим способом, нежели если вы же проживаете в квартире или в частном доме. То есть там необходимо заводить такие документы, учетные листы, я не знаю, контакты, предусматривать договора, правильно оценивать вообще, насколько вы и какой объем вы можете хранить, правильно оценивать, какие контейнера должны быть у вас для того, чтобы была чтобы интерьер не мешало и вообще бизнесу не мешала налаженная ваша система. Такие вопросы мы будем обсуждать очень так базово на нашем семинаре 1 марта. Уже буквально, может быть, сегодня или завтра выйдет анонс, и вы тоже получите приглашение. Приглашаем вас там. Готовьте свои вопросы, а также по возможности расскажите всем другим, чтобы люди могли облегчить себе вообще весь процесс вхождения в эту тему. Но кроме того, я хотела бы также сказать, что все материалы, вся информация, которая сейчас консолидируется, которую мы получаем от наших партнеров, которые мы видим в общественных источниках, а также разрабатываем самостоятельным образом, будут доступны только для членов деловой сети. Членство в нашей сети совершенно бесплатно. Мы просто хотели бы идентифицировать и понимать точно, какой организации необходима поддержка, а также какая из организаций уже имеет лучшие практики для того, чтобы вот такой датабейс составлять у нас по Кыргызстану. Потому что мы, по крайней мере, я насчитала более 20 очень классных решений, которые уже придуманы и внедрены в других ваших партнерских или конкурирующих организациях. И такой опыт можно масштабировать. И мы планируем приглашать сюда также сектор размещения, проживания и развлечений, сектор туризма, а также и другие сектора, там, финансовый сектор, производственно-промышленный, которые бы делились своими наилучшими практиками. Участие Network в деловой сети позволит вам, как индустрии, объединиться и совместными усилиями решать, значительно облегчая информационную базу для того, чтобы быть более эффективным. Со своей стороны, если у вас будут интересные решения, мы тоже будем очень рады. Один из классных моментов, которые мы предусмотрели в рамках нашей деятельности, это не только создание самой деловой сети и, скажем так, трансфер интересных решений, трансфер знаний, опыта и навыков. Конечно, у нас предусмотрено много различных мероприятий,
и для различных отраслей, для различных секторов, по различным вопросам. Конечно же, в апреле мы будем проводить и хотим сделать это совместно с нашими партнерами, большое, скажем так, большое мероприятие, где соберем всех заинтересованные лица. Но один из важных моментов то, что мы хотели бы идентифицировать те компании, которые уже действительно хорошо работают в этой теме. Всего 5 условий нужно будет выполнить для того, чтобы с гордостью и иметь и возможность использовать маркировку, такой прототип экологической маркировки, организацию, где имеются наилучшие дружественные практики. Мы будем пилотировать, также внедрять знак, который будет показывать, что в этом заведении, на этом предприятии есть хорошая система по управлению отходами. Это будет информирующим сигналом для ваших сотрудников, клиентов, партнеров, посетителей, регулирующих органов в том числе, а также для тех, кто заводит сюда различного рода отраслевые экологические сертификации. К сожалению, в Кыргызстане нет закона об экомаркировке, и поэтому мы будем делать прототип вместе с вами, но мы считаем, что это значительно улучшит репутацию сектора в целом, ну и, конечно, позволит вам быть более компетентным, более открытыми для того, чтобы дискутировать вопросы, связанные с экологической дружественностью. Вот. Спасибо, Мунара, ждем вас на семинарах наших будущих. Ага. Так, пожалуйста, кто-то еще хотел бы дать комментарий или задать вопрос?